прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова, и в начале коротко о главных темах выпуска. Одна вера, судьба, история. В Уфе проходят Дни Татарстана. Как и чем живут братские народы, узнавал Рамиль Шайдуллин. Воздушные квадратные метры. С каждой квартиры застройщик выигрывает 100 тысяч рублей. Как балконы превратились в лоджии, почему дольщики ЖК «Победа» массово обращаются в суд, разбиралась Анна Городнова. Гериатрия, йога и отдельное внимание к старшему поколению. Окулист спускается, эндокринолог спускается, лор-врач спускается. О качестве жизни 80+. Альбина Аслагараева. Оказание помощи населению во время паводка. Это порядка 150 человек и 30 единиц техники по спасению людей. Как проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС, расскажет Ленар Гинатуллин. Новая страница в братской истории. Спустя 30 лет сегодня в Башкортостане начались Дни Татарстана. Впервые с 1988 года. Днем в Уфе приземлился борт Рустама Минниханова. В рамках двухдневного визита у президента насыщенная программа. Вместе с ним сейчас в Уфе большая делегация из Татарстана, около 500 человек. В Башкортостане живут около 1 миллиона татар, и первым делом президент пообщался с ними. О чем говорили, за теплой встречей наблюдал Рамиль Шайдуллин. Этой встречи ждали с конца 80-х, Дней Татарстана. Полный зал, общественность, татары, проживающие в Башкортостане, в братской республике, как в очередной раз подчеркивает татарстанская сторона. Сегодня в республике живут около 1 миллиона татар. Среди них ученые, предприниматели, люди творчества. Во всех нишах, так или иначе, земляки. Это, наверное, действительно поистину братский народ, с которым мы всегда на протяжении многих веков делили вместе и горе, и радости. И ваш приезд как раз символизирует новый этап развития наших дружеских отношений. Важно не забывать общие корни и бережно относиться к настоящему, в том числе и вере, заметил Рустам Минниханов. Нам нужно сохранять нашу религию. Возьмем нашу Болгарскую академию. Там был нужен руководитель, мы обратились к руководству Башкортостана с приглашением взять на эту должность выходца вашей республики. И было достигнуто полное взаимопонимание, замечает президент. Житель Башкортостана Хасан Идиатуллин многие годы разводит лошадей татарской породы. Говорит, что его успех – это генетическое. В чем заключается эта татарская генетика? Это усидчивость, настойчивость, работоспособность. А еще стремление к прекрасному, по крайней мере, так считают татарские театралы. В Башкортостане работают и процветает 2 профессиональных татарских театра. Это вот наш Туймазинский государственный и Уфимский татарский театр НУР. Все прекрасно, замечательно. Живем, творим, работаем без никаких проблем. Татарский театр ставит пьесы в Уфе. Уфимский приезжает с постановками в Казань. И так многие десятилетия. Свое мастерство они намерены показать и сегодня, сразу после встречи представления в главном концертном зале республики. Рамиль Шайдуллин, Айгуль Батрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Уфа. От официального старта Дней Татарстана в Государственном концертном зале Республики Башкортостан символично положили мост дружбы. Здесь открылась выставка с таким названием. В ней показано культурное и духовное богатство 2 народов и исторические особенности соседних республик. Здесь и национальные костюмы, и памятные знаки татар 18-19 веков. Сохранилось даже 7-вековое письмо хана Золотой Орды турецкому султану. Ближе нас народов нет. Так сегодня Рустам Минниханов охарактеризовал отношения между татарами и башкирами, открывая Дни Татарстана в Уфе. Сегодня товарооборот между республиками 34 миллиарда рублей, и это партнерство должно укрепиться. Как братские республики будут развивать свои отношения? Салават Мухаммадуллин. И даже башкирские народные танцы чем-то напоминают татарские. Так открываются Дни Татарстана в Башкортостане. Культура, традиции, язык. У нас много общего. Вот и Рустам Минниханов, уступая в Уфе, называет татар и башкир братьями.
Татар белән Башкортстан да якынрак кеше юк. Шуңа күрә менә безнең очрашу булды татарлар белән. Һәр чыгышта дуслык турында, безнең гореф-гадәтләребез турында, бергә булу турында. Это уже второй визит Рустама Минниханова в Уфу меньше, чем за месяц. Отношения между республиками на высоком уровне. Товарооборот 34 миллиарда рублей. Но это не главное. Сегодня в нашей республике живет 1 миллион татар. Красивые цифры. И они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме в Башкортостане. И это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана. И в гостях, как дома, в Казани учатся больше 7,5 тысяч студентов из Башкирии. И дальше республики планируют идти рука об руку. Салават Мухаммадуллин, Айгуль Бедрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Уфа. В составе татарстанской делегации ученые и писатели. Сегодня они посетили одну из татарстанских гимназий в Уфе, где учителя нашли свой секрет, как улучшить результаты ЕГЭ. Оказывается, их лучше сдают полиглоты. Каким 5 языкам здесь уделяют особое внимание, узнаем прямо сейчас. Язык Тукая в 84-й гимназии учат с 1 класса. Кроме башкирского, русского, английского и немецкого, татарский язык здесь знают больше 600 детей из 1300. Причем как грамматику, так и орфоэпию. Ведь учатся ребята, в том числе и по классическим татарским произведениям. В топе Габдулла Тукай. Его стихи ребята не просто учат, а еще и анализируют. Это требование учителей. Только так, по их мнению, дети будут не только знать, но и понимать язык. Мы слушаем и песни. И если это Габдулла Тукай, значит, его песни слушаем. Еще они рисуют стихотворение. У нас есть слово «рисовать стихотворение». Это им очень нравится. Самое трудное для меня – это когда мы с текстом работаем, там какие-либо слова надо вставлять или окончания. Он очень интересный, тоже как звучит. Когда вот в деревню приезжаешь, там же все на татарском разговаривают. А вот те, кто с литературным языком на «ты» всю свою профессиональную жизнь. Члены союзов писателей Татарстана и Башкортостана. Это очень большое событие. Это встреча двух культур, братских, самых тесных, дружных народов. Поэтому хочется петь, хочется писать, читать стихи. Тот самый случай, когда все это будут делать на родственных языках – башкирском и татарском. За круглым столом писатели обеих республик обсудили вопросы изучения родных языков, совместных фестивалей и книгоиздания. Рамиль Шайдуллин, Миляуша Латыпова, Рузиль Имамов, ТНВ, Уфа. Все подробности визита в нашем вечернем выпуске новостей, а пока к другим темам. Казанских дольщиков обнадежили. Сегодня руководители столичного исполкома провели выездное совещание по проблемным домам. Как сообщили на улице Читаева в 4-м доме, строительные работы завершены. Благоустройство территории завершат на субботнике. Вызвались помочь и сами жильцы. Для заселения осталось сделать врезку водопровода и получить акт допуска к сетям электроснабжения. В другом доме на улице Чистопольской стройка идет по графику. В ближайшее время планируют завершить наружные работы. Все должно отвечать безопасности людей. У вас ведь вопрос касается безопасности. Вот это они будут, насколько я знаю, сейчас практически 9 инспекторов подписывают в каждый дом. 9. Там каждый свое направление четко. Они спецы. И если где-то какое-то сомнение есть, эти вопросы они будут видеть. Думали балкон, оказалась лоджия. Жители комплекса «Победа» с удивлением обнаружили, в их квартире по документам прибавились метры. Но эти метры повисли в воздухе, говорят они. Застройщик требует доплатить за увеличение площади квартир. Жители утверждают, стоимость варьируется от 80 до 300 тысяч рублей. В масштабах комплекса это миллионы рублей. Стороны выслушала Анна Городнова. По проекту здесь должна быть глухая стена. По факту сделали нишу. И таких ниш в квартире Рустема Сафиуллина несколько. Квартира от изначального проекта увеличилась на 3 квадрата, говорит он. В свое жилье Рустем с семьей мечтает заехать 2 года. Его дом наконец сдан, но переплачивать мужчина не намерен. Застройщик просит, когда платят 140 тысяч, я в принципе понимаю, что по договору этот пункт прописан, что я должен платить за увеличенные квадраты. Но я также понимаю, что у меня неустойка 1 200 000. Увеличение площади квартир произошло в основном за счет вот этих балконов. Застройщик назвал их лоджиями и произвел замеры не до ограждения, а до остекления. В итоге в каждой квартире появились лишние квадратные метры. Переплачивать за воздух люди не хотят. Помещение номер 5, расположенное по адресу проспект Победы, дом 39, является балконом. В
подобной ситуации оказались сотни жильцов. На руках у одного судебное решение. Советский суд признал нежилое помещение балконом на основании экспертизы. Там говорится, балкон – это выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. И при расчете стоимости квадратного метра действует понижающий коэффициент. Я уже изначально переплатил из-за этого коэффициента 0,5, где-то 52 тысячи. А сейчас меня еще требуют 71 400 рублей. Все инженера кадастровые, БТИ, федеральные БТИ, то есть любые экспертизы должны измерять от стены до ограждения. А данный застройщик ЖК «Победа» измерил у всех до остекления. Тем самым у всех жителей увеличение площади произошло. Была ли это техническая ошибка или лоджии были по проекту изначально? Мы обратились к застройщику. Здесь говорят, площадь квартиры может увеличиться после сдачи дома. Это прописано в договоре долевого участия. А вот что касается балконов, с решением суда здесь не согласны. Там есть такие огромные лоджии, что как их назвать балконами, это просто язык не повернется. Мы считаем, что это лоджии, поэтому мы будем настаивать на своем. Соответственно, если у кого-то есть вопросы, они могут в судебном порядке обращаться. Это суд рассудит, как говорится. Есть факты и уменьшения площади. В таких случаях деньги дольщикам вернули, говорит застройщик. В любом случае, все решается только в суде. В данном случае необходимо обращаться в суд за защитой своих прав и признавать соответствующие помещения балконами и применение к ним соответствующих коэффициентов. А в случае, если будет установлено, что это намеренно было введение заблуждения, то это есть основание для привлечения по статье 159 УК Российской Федерации. Жители уже готовят коллективное обращение в суд. Анна Городнова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Казани застройщики смогли выстроить рынок так, что он для них является интересным. Чем обусловлен рост цен на новостройки? Читайте в интернет-газете «Реальное время». У пожилых появится свой врач. 13 кабинетов гериатрии в республике уже есть. В планах довести их количество до 40. О специализированной помощи старшему поколению говорили сегодня в Арском районе. Здесь прошло заседание Совета ветеранов республики. Обсуждали не только, как продлить жизнь, но и как сделать так, чтобы долголетие было счастливым. С пометкой 80+, репортаж Альбины Салгараевой. Пока людей с ограниченными возможностями в Арской ЦРБ принимают в обычных кабинетах. Скоро же для них откроются специальные. В рамках национального проекта здесь появится врач-гериатр. У пожилых пациентов особое здоровье, нужны специальные знания. Почему этот мы кабинет выбрали? Он самый большой по кубатуре. И у нас есть возможность сюда будут приглашаться узкие специалисты, если необходимость есть в этом показать инвалида или маломобильного человека. Окулист спускается, эндокринолог спускается, лор-врач спускается. Ремонт Арской ЦРБ завершился в феврале. Более 90 миллионов рублей потратили на модернизацию по республиканской программе. По талонам записывается, во время принимает. Может, и так показаться можно. Регистратору все объясняет, все хорошо, показывает все. Что-то не понимаешь, все сразу показывают. Я по беременности стала на учет. Без очереди все пропускать. Всего в республике специальных кабинетов для пожилых людей 13. В планах довести количество до 40. Во время ремонта поликлиники здесь оборудовали для маломобильных групп специальный вход. Это широкая дверь и пандус. А эти жительницы Арска уже забыли дорогу в больницу. Они ведут активный образ жизни. Также здесь пенсионеры ходят в Дом искусств, рисуют, вышивают и занимаются фотографией. Сделать долголетие максимально активным – задача, которая заложена в нацпрограмме. Очень много есть различных, скажем так, кружков именно для старшего поколения. Но, к сожалению, как показывает практика, немногие наши пожилые люди знают о том, что в таком-то учреждении Министерства спорта, оказывается, работает кружок там по скандинавской ходьбе или по йоге. Вот это мы должны усилить информированность наших граждан. Вопросов много. Как добраться из деревень в больницу в районном центре? Что выбрать, соцпакет или деньги? Нехватка бесплатных лекарств. К тому же Совет ветеранов выделяет и еще одну проблему. Не хватает внимания человеку со стороны медицинского персонала конкретному больному, конкретному пациенту, который пришел в медицинское учреждение. Дать толковый совет, улыбнуться, похлопать по плече. Привлекать к активной жизни города и района и расширить спектр услуг для пенсионеров по диспансеризации. Резюме. Сделать все, чтобы не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать старость счастливой. Альбина Салгараева, Ишат Мухаметов, ТНВ, Арский район. Это новости Татарстана и далее в выпуске. У них небо под контролем. 25, максимум 10 метров в секунду. Контрольный весенний взлет разрешен.
Как обеспечивает безопасность полетов в главной воздушной гавани Татарстана, узнал Рамиль Галиулян. Оказание помощи населению во время паводка. Это порядка 150 человек и 30 единиц техники по спасению людей. Как проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС, расскажет Ленар Гинатуллин. У Казанского моста «Миллениум» может появиться футбольное поле. Такое предложение сегодня высказал Рустам Минниханов. Утром президент обошел исторический центр. По его совету, футбольный газон мог бы облагородить пустырь со стороны улицы Подлужная. В ходе прогулки озвучили еще несколько инициатив. У лестничного спуска к Казанке напротив центрального стадиона хотят сделать площадку «Фестивальный квартал». В доме Дратаевского-Молоткова может появиться музей бардовской песни. Площадь Свободы, площадь Султан Галиева и сквер Фукса предлагается соединить пешеходными участками. Промышленность растет, но инвестиции падают. Почему, обсуждали сегодня в Казанском федеральном университете. Здесь открылся международный форум «Экономика в меняющемся мире». До 26 апреля с докладами на форуме выступят около сотни экспертов, профессоров, преподавателей, студентов. Они обсудят глобализацию, миграцию, зеленую экономику и российский менеджмент. Отдельное внимание будет уделено региональным стратегиям развития. В Татарстане она корректируется каждые 3 года. Раз в 3 года надо обязательно стратегию пересматривать. Как быстро меняется ситуация. Ну ладно, санкции, но в целом технологические изменения таковы, что то, что мы планировали еще 3 года назад, может оказаться неактуальным. Ограничения. На регионах это сказывается в гораздо меньшей степени, чем на стране в целом. Это сказывается на бизнесе. Передовые технологии и новейшие системы помогают сделать казанскую аэронавигацию более безопасной. Сегодня журналистам показали, как обеспечивается безопасность полетов в преддверии мирового чемпионата WorldSkills. Систему воздушных ворот увидел Рамиль Галиуллин. Отсюда все взлетно-посадочные полосы видны как на ладони. На высоте в 35 метров руководят взлетом и посадкой воздушных судов. Самолет произвел посадку, аэрофлот 1190. Петр Метков в профессии уже полвека. Говорит, за день в зависимости от сезона и погоды через эти воздушные ворота проходят до 80 самолетов. Но во время крупных событий пассажиропоток увеличивается в разы. Очень много частных чартерных рейсов. За час бывает 30-40 самолетов. В такой момент предусматриваем на каждом канале по 2 диспетчера. 1000 километров в каждом направлении. На экране сотни самолетов. Как только воздушные суда набирают высоту, управление полетов передается сюда. Это диспетчерский пункт, но отвлекать сотрудников здесь категорически запрещено, потому что они следят за самолетами и общаются с пилотами в режиме реального времени. На мониторах высота и направление, скорость движения и данные о погоде. Всю информацию авиадиспетчеры получают отсюда. Локаторы, глаза и уши воздушной навигации. Локатор запрашивает самолет. Самолет стоит, самолетный ответчик. Самолет отвечает, аппаратура расшифровывает. Сердце всей авианавигации — линейный аппаратный зал. Десятки компьютеров переводят данные с локаторов на экраны авиадиспетчеров. Основные наши задачи заключаются в том, в аэронавигационном обеспечении полета воздушных судов. Это предоставление диспетчерского обслуживания и радиотехнического обеспечения полетов. Ежедневно от работы специалистов зависят тысячи жизней. Они обеспечили безопасность полетов на всех крупных спортивных событиях Казани. Впереди новые испытания. Мировой чемпионат рабочих профессий. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сотня спасателей, 20 единиц спецтехники и 12 спасенных человек. В Казани проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС. Они идут в 3 этапа. Сегодня практические занятия. Оказывают помощь во время паводка. Кого пришлось спасать? Ленар Гинатуллин. Помогите! 2 рыбака оторвались на льдине и оказались на фарватере Казанки. За ними отправляется отряд спасателей. Судно на воздушной подушке, они мгновенно добираются до пострадавших, чтобы оказать им помощь. Это только учения, но они максимально близки к реальности. Если брать большую акваторию Кубышского водохранилища, там бывает очень много ситуаций. Было очень большой, был у нас 14 год был, когда порядка 170 человек оторвались на льдине. Тоже были привлечены десятки единиц техники. Соответственно, все были спасены. Не только на судне на воздушной подушке сотрудники МЧС спасают пострадавших во время паводка, также пользуются снеговездеходом «Шерп». Таких в Татарстане всего 2, и ему совершенно без разницы, по какой поверхности передвигаться.
Здесь задача другая – спасти группу людей из затопленной зоны. Во время паводка населенный пункт оказался отрезан водой, но преград для шерпа нет. Он с легкостью доставляет спасателей к пострадавшим. На этом учения не заканчиваются. По сценарию в затопленной зоне – пожар. Пожарная машина проехать не может, но спасатели не теряются и ликвидируют возгорание с помощью водяных помп. Завтра третий этап – это по лесопожарной обстановке мы будем отрабатывать это практические действия в Лаишском районе по тушению лесных пожаров с применением авиации. Такую работу способны проделать все 15 тысяч сотрудников МЧС по всей республике. Ленар Гинатуллин, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. В этом году Татарстан с золотой маской. Имена победителей главной театральной премии страны назвали в Большом театре. Опера «Сны Якова» или «Страшное место» композитора Александра Манацкого, поставленная в Свияжске, получила специальную премию. Казанский Камаловский театр в этом году также участвовал в «Золотой маске». Спектакль «И это жизнь» по произведениям Гаяза Исхаки в постановке Айдара Забарова был представлен сразу в 6 номинациях. Лучшим спектаклям во всех жанрах и лучшим творцам во всех направлениях присуждена 41 премия. Жюри отсматривало более 1000 работ. Сегодня они репетируют арии с оркестром, а уже завтра представят их жюри. В Казани завершается международный конкурс вокалистов имени Михаила Глинки. Для тех, кто не прошел, организаторы подготовили подарок – мастер-класс от Альбины Шагимуратовой. Эмоции тех, кого наставлял мастер бельканта, увидела Алия Харудинова. И так по всему произведению. Где-то нужно точно попасть в ноту, где-то поработать над дикцией, но главное – включить душу и прожить песню. А если все получится, получить комплимент от Альбины Шагимуратовой. Очень приятно, что она выбрала меня и дала мне возможность хотя бы немножко понять, как правильно владеть голосом. Это мастер-класс от Альбины Шагимуратовой, мастера бельканта. Дословно прекрасно поет. Выйти решаются не все. Айдос решился. Встреча стала судьбоносной. Альбина Шагимуратова в баритоне слышит тенора и предлагает спеть. Он пробует и срывает аплодисменты. Я кое-как с ней говорил, потому что эмоции меня переполняли, что я даже на какой-то момент прослезился. Мастер-класс стал подарком для тех, кто не прошел финал конкурса вокалистов имени Глинки. Полезным он стал не только для участников. Этот мастер-класс, он и мне стал полезен, потому что я теперь больше понимаю, какие вообще у нас проблемы существуют. Финал международного конкурса прошли 15 человек, 13 из них представители России. Уже завтра стартует третий тур конкурса вокалистов имени Глинки. Участникам предстоит исполнить 2 арии. Русскую и зарубежную. А победителей ждет гала-концерт, который состоится уже в эту пятницу. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сдай ЕГЭ по русскому языку и литературе, выиграй грант от ТНВ и работай на телевидении. Мы продолжаем принимать заявки на конкурс «Айда на ТНВ». Но до завершения первого этапа остается всего 2 дня. До 19 апреля нужно прислать эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг». Работа принимается по электронному адресу, он сейчас на ваших экранах. Станьте участником и получите шанс выиграть грант на высшее образование в КФУ. Могут выпускники школ, техникумов или колледжей. Участвуй и стань одним из журналистов ТНВ. Быстрее, лучше, точнее. В Нижнекамске завершили соревнования по настольному теннису среди сотрудников предприятия «Таиф НК». Владеют ракеткой на уровне профессионалов. Для многих настольный теннис не просто увлечение, а своеобразный образ жизни. Среди женщин есть 2 лидера, которые занимались этим видом спорта с детства. Работницы Таиф НК считают, что энергичная игра оттачивает резкость, улучшает реакцию и координацию движений. Да и в общем держит в тонусе весь организм. В детстве когда-то играла. То есть 6 лет посвятила настольному теннису. Прям профессионально выезжали в другие города с хорошим тренером. Участвую в этих соревнованиях 2-й раз. Очень нравится, воспитывается такой боевой дух.
Главное ведь участие, а не победа. Первенство по настольному теннису в ОАО «Таиф НК» проводится на протяжении многих лет. Кроме этого, работники нефтеперерабатывающего предприятия в течение года активно участвуют в турнирах по мини-футболу, волейболу, пейнтболу и лыжным гонкам. Ведь компания вопросам развития спорта и оздоровления сотрудников уделяет особое внимание. Этот вид спорта очень полезен для здоровья. По энергозатратам он считается одним из самых энергозатратных. Всем можно рекомендовать им заниматься, несмотря на то, что у кого какая подготовка. У нас спортивные мероприятия проводятся уже в течение 15 лет по объединению, благодаря руководству нашему, который спонсирует эти мероприятия. По итогам соревнований первое место среди мужчин в личном зачете завоевал мастер комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Рафаэль Каримов. На втором начальник смены КГПТУ Альберт Гараев. Третьим стал водитель автотранспортного предприятия Фарид Ашрапов. Среди женщин первой стала специалист департамента информационных технологий Ольга Кузнецова. На второй ступени пьедестала почета ведущий инженер проектно-конструкторского отдела Ольга Иванова. Третьей стала экономист по труду планово-экономического отдела Регина Гумерова. Все победители награждены дипломами, медалями, кубками Таиф НК и денежными призами. На этом наш выпуск завершен. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Хоккеист меняет профессию. Футбольный клуб «КамАЗ» объявил о переходе игрока Акбарса Артема Лукаянова. Игрок присоединится к новой команде 19 апреля и будет готовиться к матчу 20-го тура чемпионата профессиональной футбольной лиги. А пока Артем провел полноценную тренировку вместе с футбольным клубом «Рубин». Навыки владения мячом у хоккеиста на высшем уровне. Порой казалось, что Лукаянов ничем не уступает игрокам основы «Рубина». Что касается его нового клуба, «КамАЗ» в этом сезоне ПФЛ занимает второе место в зоне Урал-Поволжье. Помогали, я выполнял упражнения, в принципе, неплохо даже, сам по себе, если сказать. И, конечно, до них мне далеко еще. И буду стараться поддерживать форму, чтобы возможность будет сыграть за футбольную команду. Тем временем на стадионе «Рубин» завершился очередной игровой день 10-го турнира памяти Ленара Гельмуллина. Чемпионат проводится среди юношей 2006 года рождения. Действующий победитель турнира казанский «Рубин» со счетом 3-0 обыграл Уфу и возглавил группу А. Ранее в первый матч игрового дня «Крылья Советов» и Ростов сыграли в ничью со счетом 3-3. Сегодня у казанцев выходной, в четверг «Рубин» сыграет с ЦСКА в решающем матче группового этапа. К новостям водного пола. Игроки клуба «Синтез Казань» ждут своего соперника по полуфиналу плей-офф. Он определится в противостоянии волгоградского «Спартака» и подмосковного «Штурма-2002». А молодые ватерполисты «Синтез ВОР» выступают в эти дни в Санкт-Петербурге, где проходит заключительный 6-й тур регулярного чемпионата России высшей лиги. В стартовом поединке татарстанцы одержали победу над лидером турнира волгоградским «Спартаком-2» 8-5. А сегодня уступили 2 мяча минскому РЦОП 7-9. Впереди у команд еще и 3 игровых дня, которые сформируют итоговую турнирную таблицу соревнований. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. Спонсор программы – изготовитель корпусный мебельный заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет малооблачно +4, +5. На северо-востоке Татарстана ожидается пасмурный день до +5. На севере Татарстана преимущественно облачно +5, +6. На северо-западе республики солнце совсем не будет видно, до 6 тепла. На юго-западе Татарстана аналогично +4, +6. В центре Татарстана пасмурно, но без осадков, до +5. Спонсор программы «Тантана» – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы, комнаты для чтения намазов. По случаю священного месяца Рамадана принимаются заказы на проведение ифтара. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для этого мероприятия. Места ограничены.
Тонтана, Озанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, миллионлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет малооблачно, без осадков. +4, +6. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам дня. До свидания.